Носки-то я нормально сегодня одел? Да, вроде без дырок. Реально, я вместился в этот багажник. Буквально там несколько месяцев проходит, и она падает в цене на 500 тысяч тенге. А рядом есть же вот осел. Осел же есть вот с мультфильма. А это Chevrolet Onix, короче. Пап! Шлепнуть по ее заду. Потому что с каждым годом срезает ее с тарифа комфорт. Ребятушки, всем привет, всем салам алейкум, рад вас всех приветствовать на канале Демижан про такси, где я рассказываю все о работе в сфере такси. И у нас очередная рубрика, ребята, обзор на авто, подходящие под такси. Прекрасная, замечательная, надежная машина, но уродливая. Ребята, ну реально, я на нее смотрю, как будто, мне кажется, такая женщина же есть, пухленькая, вот с такими вот глазами, которая на меня вот так вот смотрит. Ну, не в этом суть, ребята. Машина эконом-класса, подходящая под тариф комфорт в Яндекс.Такси. Ну, в Яндекс.Такси несправедливо, ребятушки, несправедливо относится к данной модели машин, потому что с каждым годом срезает ее с тарифа комфорт, с каждым годом, то есть повышает требования. Я не знаю, машина выпускается первого поколения 2004-2010, ребятушки. Далее с 2011 года именно в таком кузове выпускалась данная автомашина, если я не ошибаюсь, в Бразилии. И по сей день она выпускается в уродливом виде. Ну, ребята, у меня, честно, язык не повернется сегодня обсирать данную модель. Ребята, сегодня сделаем честный обзор взглядом водителя такси. Я вам сразу скажу, забегая вперед, это самое надежное, практическое и дешевое в обслуживании авто, которое прокормит вашу семью. Так что сделаем, ребята, честный обзор на нее. Ребят, данная модель стоит 7 миллионов 690 тысяч, по прайсу я посмотрел, и мой друг ее покупал за 7 миллионов 290 тысяч. На данный момент за год она подорожала на 400 тысяч тенге. Но есть еще один такой момент. Мой друг ее покупал осенью, буквально там несколько месяцев проходит, и она падает в цене на 500 тысяч тенге, падает. За 6 миллионов с чем-то ее можно было купить. Для вас небольшой лайфхак: если кто хочет сейчас купить 2024 года Кобальт, то сейчас прям не покупайте. Сейчас съемки идут октябрь 2024, конец сентября, сейчас 30 сентября. Данная модель 7690 стоит, но буквально в декабре, наверное, будет, в январе, нераспроданные машины 2024 года дилеры сделают хорошую скидку, и можете по дешевке урвать, ну, со скидкой урвать эту машину. Так что сейчас не торопитесь. Ребята, данная модель выпускается в 3 комплектации. Комплектация Optimum на механической трансмиссии. Она стоит 5 миллионов 990 тысяч. У одного я дилера увидел, а у других дилеров она продается 6 миллионов 290 тысяч. То есть один дилер ее скидывает на 300 тысяч дешевле на данный момент. Почему? Я думаю, что у него, наверное, механика много осталось, и поэтому он скидывает. Вторая тоже комплектация Optimum, она стоит 7 миллионов 390 тысяч на данный момент, но она на автомате. То есть вот. И вот эта вот комплектация называется Elegant. Стоит она 7 миллионов 690 тысяч, как я говорил. Ребята, вкратце сделаем небольшой такой обзор по кузову машины и по доп. Функциям, которые установил хозяин данной автомашины. А когда он ее покупал, здесь было простое пространство, не было решетки. На данный момент мой друг сам ее установил. Сколько это стоит, решетка? За 3500 установил вот эту вот нижнюю решетку. Верхняя решетка, она уже так и была. Здесь, смотрите, красивые хромированные вот эти вот вставки у нее есть. Вот, в принципе, ну, такой вот большой значок Chevrolet прям в глаза бросается. И мой друг установил еще, смотрите, снизу сеточку, черная сеточка. Если видно, посмотрите, вот она, вот черная сеточка снизу. Смотрите, какие у нее огромнейшие фары. Дополнительно мой друг установил сюда вот эти вот ресницы. Прям красиво смотрится. Стоят они не так уж дорого. Сколько стоит? 4000, вот мне подсказывают, 4000, вот такие вот дополнительные ресницы. Ну,
И поэтому объем, смотрите, я смотрю на нее, как будто фара в объеме такая меньше стала. Я поначалу подумал, нифига себе, что? Мне всегда казалось, что такие большие фары, вот благодаря вот этому, как бы фара маленько сужается. Вот здесь вот это вот, ребята, поворотники, вот это вот дневные ходовые огни и ближние, дальние вот эти вот лампочки, ребята, вот они. Вот хромированная вставка с противотуманками. Противотуманки здесь есть в этой комплектации, но ниже комплектации я не знаю, это нужно будет еще и уточниться. Смотрится она, я вам скажу. Спереди вот так, если посмотреть на нее, не видя заднюю часть этой автомашины, я подумал бы, это реально кроссовер. Реально, как будто бы кроссовер. Но вот так сделал вид и пойму, что это, ребята, седан. Еще что я хотел отметить, ребята, для нас, водителей такси, самое главное, важное, это высота машины. Вот. И довольно она высоко. Вот. То есть поймать какую-то кочку, задеть, поцарапать. Высокая, высокая. Ну, реально, как практически как городской кроссовер. Вот так вот. Все же мы ездим по заказам. Можешь показать вот по вот таким вот местам, когда новая ЖК открывается, и заказы прям по бездорожью. Первый плюс отмечаем для водителя такси, приобретая Chevrolet Cobalt, она будет выше, чем Solaris или Accent. В данной комплектации идут хорошие титановые диски 15 размера с шинами 195 на 65 R15. Хорошие титановые диски, да, с брендом, с колпачком, с бренда Chevrolet. Вот, в принципе, а в простой комплектации, ребятушки, в первой комплектации идут штампованные стальные диски размером на 14. Вот. Шины Continental, ребята. Вот так вот, на летних резинах приобретете данное авто. Вот. Под капотом, ребята, под капотом. Что у нас под капотом? Обычный рычаг, как на всех автомашинах, довольно плавно, хорошо она открылась, ребята. Вот он, капот. Что мы видим под капотом? Так, все, в эту сторону. Под капотом у нас 16-клапанный атмосферный двигатель объемом 1,5. Трансмиссия 5-ступенчатая. Ребята, все говорят то, что на ней 6-ступенчатый автомат. Нет, трансмиссия здесь 5-ступенчатый автомат, потому что на ней проездили на трассе. Когда набираешь 140 км в час, то обороты зашкаливают за 3000. За трешку зашкаливают обороты, так что можно смело говорить, что здесь 5-ступенчатый автомат. Это радует. Мотор очень надежный, показался на практике, ребятушки, так что есть авто я встречал с 300 тысяч пробегом, с 400, даже 500 тысяч пробегом, моторы не скрывались, ребята. Главное хорошо ухаживать, вовремя делать ТО, заливать хорошее масло. Данная автомашина проездила 43 тысячи километров. И здесь заменили аккумулятор, ребята, аккумулятор 50 ампер. С салона аккумулятор хватило на 40 тысяч километров. Со слов водителей такси хватает аккумулятора на 50 тысяч километров. Но мой друг на 40 тысячах заменил аккумулятор 50 ампер. Багажник, бля, просторный багажник. Реально туда можно вместиться. И мне самому, вот реально. Реально, я вместился в этот багажник. Ебать, здесь тряпочка. Вот. Багажник просторный. Сумки пассажиров влезут смело. Еще и с собой свои вещи можете возить. Вот. Багажник просторный. Что у нас здесь есть? Запаска, штампованный. Я смотрю, на 14, ребята. Диски выгоняются с салона на 15. Да, а запаска стоит на 14. Даже не докатка это, а полноценный диск, ребята. 185 на 75 R14. Базовой комплектации Optimum на механике, либо на автомате Optimum. Комплектации ниже идут вот такие вот диски, ребята. Штампованные диски на 185 на 75 R14. Вот. Мне кажется, ребята, здесь были вот такие же красивые, вот такие вот титановые диски на запаске. Но просто
в каком-то моменте сперли эти диски, ребята, реально. Это, может, какая-то мафия орудует, собирают такие диски, когда с завода машина выходит, и кидают туда вот эти вот стальные штампованные диски. Багажник пустой, без шумоизоляции, без обшивки, просто голый. На нее продаются обшивка, ребята, дополнительная нужно будет докупать. Вот интересно, ну, полная комплектация вроде, ребят, можно было бы сделать обшивку полной комплектации. Вы что, вы экономите на всякой мелочи, вот на этой кнопке, которую за 1500, ребят, устанавливают, на вот этой вот обшивке. Ну, нельзя было сделать сразу грамотно, чтобы все было. Как она закрывается? Ручка. Ручки нету. Ручки нету. Вот так вот нужно будет закрывать. Задний салон. Ребята, смотрите. Салон просторный. Просторный. Вот. Зачем его гнать на эконом, ребята? Подходит под тариф комфорт. Даже с 2022 года подходит под тариф комфорт. Если вы вот с января классификатор будет изменяться, и вот этот 23 года Кобальт перейдет на эконом, я не знаю, что будет. Я просто, я буду в шоке. Яндекс, перестаньте это делать. Машина подходит под тариф комфорт 23 года, и в 25 году будет ездить машина 2023 года. Кобальт будет подходить под тариф комфорт. Смотрите, здесь сзади просто просторно. Я не знаю, все удобства. Это не К+, там зарядки не нужны. Ну, в принципе, пассажир будет сидеть комфортнее. Здесь с моими габаритами 3 человека спокойно вместятся. Габаритами поменьше люди, 4 спокойно могут поместиться. Но, коллеги, 4 мы сзади не возим. Носки-то я нормально сегодня одел? Да, вроде без дырок. Смело, можно и поспать. Вот, в принципе, вот. Ну и, собственно, что и делают водители такси. Ну, кто-то, может, откидывает переднее сиденье, а вот сзади, в принципе, можно в комфорте поспать. Вот так вот. Так что, Яндекс, еще раз. Знаете, я же сказал, что она уродливая, вот эта вот, похоже такое на женщину с большими глазами. Я сразу вспомнил Фиону и Шрека, ребята. Ну реально, да, если посмотреть спереди, прям Шрек и Фиона. Если ее перекрасить в зеленый цвет, реально Шрек получится. Стоит ли за нее отдавать 7,5 лямов за вот эту вот? За вот это вот Шрека же есть. А рядом есть же вот осел. Осел же есть вот с мультфильма. А это Шевроле Оникс, короче. Вот так вот. Вот фары такие огромные. Вот они, вот. И, в общем, сзади она смотрится прям такой у нее буфер огромный. Просто хочется просто вот так вот увидеть ее и вот так. Опа! Шлепнуть по ее заду. Зад, достойный зад у Chevrolet Cobalt, ребята, смотрите, какой огромный, просто огромные булки у нее, можно так. Ну, единственный минус, ребята, нету кнопки открытия багажника, нету. Вот, нужно сунуть ключ и открыть. И еще один минус, ребята, вот, ключ, нету кнопки, ну, ребят, ну, кто производит сейчас? Локализация у нас в Узбекистане, сборка есть в Казахстане. Ребята, соседи, сделайте, пожалуйста, кнопку и снаружи, в значок или куда. Я понимаю, что машина эконом-класса, но, как вы поняли, машину оценили водители такси. И сделайте удобство для водителей такси, чтобы кнопка была сзади тоже. И в салоне тоже установите кнопку. А что еще сказать? Ну, для водителей такси создали машину, водители такси обкатали, она понравилась, все готовы. Как пирожки раскупают. Ну, со следующего года выпускайте, пожалуйста, с кнопкой для открытия багажника. Смотрите, ребята, давайте сейчас сделаем обзор салона. Здесь есть мой друг, вот установил кнопку. Вот она, кнопка для открытия багажника. Ее, в принципе, здесь и не было. Чтобы открыть багажник, человеку нужно было бы либо с ключа 2 раза нажать, либо нужно будет пойти ключом открыть, либо как. Ну, вот, ухитряются водители такси устанавливают вот эту кнопку. Сколько она стоит? Обошлось, чтобы установить эту кнопку?
1500 тенге. За 1500 тенге, ребята, можете установить данную кнопку. По тормозной системе, ребята, впереди у нас дисковые тормоза. Вот. А сзади идут уже, как сказать, барабанные. Я не знаю, с 2025 года выпускайте, ребят, пожалуйста, сзади, ну, дисковые тормоза. Я думаю, это в копеечку не встанет и легче будет ребятам менять колодки. Здесь, ребята, колодки стоят, сколько стоят колодки? 8000 тенге передние, да? А задние также, да, примерно? Ты задние менял? Задние еще не менялись колодки. Передние колодки стоят 8000 тенге. Ну, в принципе, их и самому можно заменить. Прошедшее видео есть про джак. Там колодки стоят только передние 25 тысяч, задние 25 тысяч. В общем, 50 тысяч только стоимость колодок на джаке. Здесь колодки стоят 8000 тенге. Это уже о чем-то говорит. Ребята, смотрите, еще вот такие вот хромированные вставки. Очень вот красивые. Ребята, вот эти вот красивые вставки, так что они без них идут, друг их дополнительно устанавливал. То есть вы со своего вот этого вот Шрека зеленого делаете Фион уже, если дополнительно устанавливают вот эти вот хромированные вставки. Очень красиво, хорошо смотрится. Ну и ветровики тоже вот черный свет. Не подумайте, смотрите, он затонировал переднее стекло. Ё-моё! Смотрите, еще хотел вам показать, здесь дополнительно установили еще подкрыльники. За 18 тысяч тенге вот мой хозяин данного авто установил еще и такие вот подкрыльники. Подкрыльники не идут. 18 тысяч тенге, ну полная комплектация, 7,5 лямов стоит. Производители, вам на заметку, сделайте тоже подкрыльники. Это мелочь, я же не говорю там. Ребята переделывают данное авто, там ставят вот эту вот панель от Малибу, там от Мерса, всякая фигня. Ну это ладно, понимаю, дополнительно. Но здесь человек прям из нее не делает, прям так, как вам объяснить, он из нее не делает такую эксклюзивную модель, дополнительно на нее все вот это. Нет, он устанавливает вот эти дополнительные вещи, простые дополнительные вещи, которые, блин, можно было бы сделать с завода, да, сразу. Вот эти вот подкрыльники стоят 18 тысяч тенге, вот эти вот вставки тоже можно было бы с завода сделать. И вот эту вот кнопочку еще раз можно было бы сделать с завода. Ощущение после акцента, ребята, как будто я управляю трактором. Руль нереально тяжелый руль. Шумоизоляции нету. Чуть все гремит, короче, одним словом. Ну, машина проездила год. Что я еще могу сказать? Ну, по ходовке. Вот сейчас первая кочка. Вот сейчас еще впереди кочка, смотрите. Так, вот она. Вот сейчас мы ее будем проезжать. Вот. По сравнению с акцентом 2012 года, данную вот кочку проехала мягче. Что нам дал УЗ Автомоторс за 7,5 лямов? В салоне, ребята, кстати, не было вот этого вот мультируля. Здесь вообще не было здесь никаких кнопок. Дополнительно за 30 тысяч тенге вот установили вот такие вот кнопки, функции. То есть увеличение громкости, понижение громкости. Вот, нет, это не голосовой помощник. В принципе, круиз-контроль я вижу. Ну и все, в принципе. Что еще, какие кнопки здесь? Вот так вот дополнительно. Ну, она отличается цветом, она вот черного цвета. Как-то не гармонично все-таки смотрится дополнительно. Полной комплектации не было мультимедийных кнопок на руле. Даже климат-контроля нету, да? Климат-контроля нету, просто у нас здесь есть кондиционер, аудиосистема. Вот так вот она уродливо выглядит. И за дополнительные деньги можно поставить сюда Android, да. Мне, ребята, здесь понравились вот эти вот решетки. Вот решетки, вот плюс можно их заглушить. В принципе, когда зимой ездишь, ставишь сюда телефоны, у меня на акценте примерно так, я не могу их заглушить. Хоть и обдув делаешь на ноги, либо на лобовое стекло, но все равно отсюда идет поток горячего воздуха, и где нагреваются телефоны. Вот в этом плане здесь решетки сделаны грамотно. Мне не понравилось вот это вот фигня, ребята, посмотрите, что за уродство. Вот это вот, что за козырек вот здесь вот, блин,
задняя сидушка же есть, вот этот мотоцикла же есть, мопеда, вот. В следующий раз можете как-то, дизайнеры, что-нибудь по-другому. Ну, просто даже убрали бы этот козырек, а просто вот так вырезали бы, было бы более грамотнее смотрелось бы. Вот уродство реально, вот это вот не то. Вот такие вот ключи. Здесь есть кнопка открытия багажника, открытия-закрытия. В принципе, вот так вот выглядят ключи. 2 раза нажимаем и слышали звук? Открылся бардачок. Большой, вместительный. Вот такая вот ниша есть. Вот здесь мой друг хранит э, кейс для наушника. В принципе, вот такая вот торпеда. Единственное, вот это вот уродливо, остальное все нормально смотрится. Полный электропакет, все 4 двери, 4 окна поднимаются, закрываются, блокировка, чтобы пассажиры, дети не игрались, не открывали, закрывали окно. Вот такая вот хромированная ручка тоже со временем будет болтаться. Ну, это качество такое. Ну, что скажешь, машина эконом-класса. За наличку, ребята, ее никто не берет. За наличку данную машину никто не... Все берут ее в кредит. Ребята, ну, с первоначальным взносом, без первоначального взноса. Но машина потому что доступна и практична, и надежна. Здесь еще видим одну нишу. В принципе, можно и сюда поместить смартфон. Вот он влазит. Но если зарулить куда-нибудь, резкий поворот, она может вылететь. Здесь для всякой мелочевки корректор фар, вот здесь есть, вот, и освещение панелей, здесь это противотуманники, кажется, да, вот так вот. Сейчас заведем шарманку, посмотрим. Как я говорил, датчик температуры у нас здесь не показывается. Тахометр, спидометр электронный, как вы видели, 43 тысячи машина пробегала. Все остальные вот стандартные показатели. Некоторые писали комментарии, я других в обзорах видел, типа получается приборка как у мотоцикла, как у мопеда. Да нет, в принципе, симпатичная такая приборка, ну я бы сэкономили на этом. Минимализация, жесть. Прям машина огромная, а вот эти вот функции здесь прям минимум. Прикуриватель здесь сбоку с нишей для мелочевки. Это самое важное для водителя такси, ребята. Вот здесь, куда можно закинуть мелочь, ну и установить прикуриватель, зарядку для телефона и вытянуть назад, отсюда назад до пассажира дотянется. Чем тебе не комфорт, елки-палки, Яндекс. Еще раз, Яндекс. Короче, есть еще флешка вставляется и AUX. Флешка для мультимедиа, наверное, считывается. И можно будет, в принципе, классно сидеть с пассажиром, слушать музыку. Все, нечего просто рассказать. Все как есть, все удобно для водителя. В принципе, машина готова. Как я и говорил, машина высокая, хорошая. На ней можно ездить, на ней можно зарабатывать. Но за наличку, имея 7,5 лямов в кармане, эту машину никто не купит, ребята. Ну, есть такие индивиды, наверное, кто купил за наличку данное авто. Это авто покупают для работы в такси. В основном 80, 90 даже, 90% людей покупают ее для работы в такси. И все берут ее в кредит, ребята. Все ее берут в кредит. Но берите, ребята, данную машину, не пожалеете. Если не хватает денег, есть в кармане 2-3 ляма. Если есть в кармане 2-3 ляма, то нужно брать именно вот эту машину, вот эту уродливую машину, похожая на Шрека. Ее нужно брать, потому что она практична, экономичная, дешевая в обслуживании, вместительная. Если у вас двое, трое, четверо, пятеро детей, это самая то машина, которую нужно брать и ездить, кормить семью, работать в такси. Так что вот такой вот получился обзор, ребятушки. Учимся делать обзор. Это второе видео на моем канале, где я делаю обзоры на авто. Далее будет Оникс. Мне писали в комментарии на Монзу сделать обзор. Сделаем обзоры. Пишите в комментарии, где что я не так делал. Критики я отношусь нормально, читаю ваши комментарии и с каждым разом буду улучшать. Так что, ребята, вот такой вот получился обзор. Всем спасибо, лайки, комменты. Всем пока.